Я врач-травматолог вообще по специальности, но приходится приходить, помогать. Ковидной вновь стала 12-я горбольница Казани. 11 сентября только выписали последних ковид-пациентов. Потом дезинфекция больницы, врачи ушли на двухнедельный отдых. 1 октября планировали вернуться к своей обычной работе. Не получилось. Как будто ничего и не было этих 2 недель. Все началось то же самое, как 1 июня мы начали с незнакомым заболеванием. Столкнулись. Сейчас, конечно, сама болезнь знакомая. Это работа нам знакомая и условия. Но за 2 октября мы открылись, и за 3 дня мы заполнились, уже ни одного места нет свободного. В госпитале сейчас 94 человека с пневмонией разной степени тяжести и самых разных возрастов. Самому молодому – 21 год. Ковид-госпиталем сегодня снова стала и 5-я горбольница Челнов. Хотя свою работу как инфекционка она прекратила только 5 августа. В Автограде 2-й день нет новых случаев ковид. Но, по словам представителей Минздрава, надо быть готовыми к худшему развитию ситуации. Также в Челны прибыли новые аппараты ИВЛ, рентгена и компьютерной томографии для местной инфекционки. Центры компьютерной томографии по всей республике сейчас работают с перегрузкой. За диагностикой все больше обращений. Эльмира Салимова неделю лежала с температурой. Тест на ковид отрицательный, но, говорит, дышится тяжело. Вот и пришла на КТ, но по назначению врача. Пришла, чтобы себя успокоить, чтобы не было у меня, чтобы были легкие чистые. Практика нашего центра показывает, что именно РКТ легких выросло у нас в 3 раза. А по рекомендациям все-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6 лучше не проводить рентгеновскую компьютерную томографию легких, потому что даже если у вас появились симптомы, мы можем не увидеть еще на этой стадии на самой томографии в легких инфильтрацию пневмонии. Не спешить делать компьютерную томографию без назначения врача призвали сегодня жителей в Минздраве. Мы население просим отнестись с пониманием к тому, что я говорю, с точки зрения того, что КТ это не является скрининговым методом. Не надо, пожалуйста, атаковать КТ-центры при чувстве першения в горле. У нас очень много таких пациентов, которые хотят делать именно в части как скрининг КТ, а вдруг там что-то есть. 2-й день в Татарстане фиксируют и прирост заболеваний ковид. При этом в республике, говорят в Роспотребнадзоре, нет оснований возвращаться к жестким ограничениям. На сегодня, например, вот эти 28 случаев за последние сутки, мы не видим, это единичные случаи. Это единичные случаи в трудовых коллективах, это единичные случаи в семьях. Мы не видим такого, знаете, широкого какого-то такого распространения. У нас нет групповых очагов. Из 42 тысяч татарстанцев, вернувшихся с отдыха из Турции, 1500 человек так и не прикрепили свои результаты теста на ковид на портале госуслуг. На нарушителей уже составили 67 протоколов. Теперь их ждет суд и штраф от 15 до 40 тысяч рублей. На фоне напряженной эпидситуации в стране растет и количество заболеваний ОРВИ. В Татарстане за прошлую неделю этот диагноз поставили более 21 тысячи человек. По этой причине на карантин закрыты 9 классов в 9 казанских школах. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, Адель Мендубаев, Михаил Любимов, ТНВ, Казань, Набережные Челны.